Приветствую, друзья! С вами я, Михаил Сергей. На этой неделе главной темой стали перестановки в правительстве. Все обсуждали, насколько удачны эти перестановки и позволят ли они повысить качество управления страной. Ну, во всяком случае, в первой части, в первой половине этой недели это была главная тема. Во всех этих дискуссиях нет одного важного, с моей точки зрения, элемента. Элемента, связанного с тем, насколько эффективно и хорошо правительство справляется с вызовами в так называемом гагаузском направлении. Справедливости ради важно рассмотреть этот вопрос не только в контексте последних 4 лет нахождения Майя Санду и партии ПАС у власти, но в перспективе последних 30 лет. В этом году исполняется 30 лет с момента принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии. По сути, юбилей существования Гагаузии. Понятно, что ПАС не может нести ответственность за все 30 лет провала Республики Молдова в гагаузском направлении, однако 4 года это срок, ну или почти 4 года нахождения ПАС у власти, это срок, который дает возможность понять, что правительство ПАС и Майя Санду делали иначе и насколько их действия были эффективны, ну или неэффективны. Если говорить о всех 30 годах существования Гагаузии и насколько государство Республика Молдова справлялось с вызовами в гагаузском направлении, то, забегая вперед, и ни для кого это не секрет, можно сказать, что справлялась и продолжает справляться плохо, ну или очень плохо. Можно сказать, никак не справляются. Мы привыкли все это списывать на зомбированность и зашоренность гагаузов и на чрезмерную ориентированность гагаузов на Москву. Продажность политических элит Гагаузии, что, с одной стороны, недалеко от истины. Но, с другой стороны, если проанализировать, что мог бы Кишинев сделать и чего не сделал, или что делал не так до прихода Майя Санду и партии ПАС к власти, и в период правления партии ПАС и Майя Санду, то я прихожу к выводу, что было допущено очень много ошибок и не были предприняты самые необходимые и базовые вещи или меры, которые должны были быть приняты давным-давно, но не предпринимались и почему-то не предпринимаются до сих пор. Самая большая проблема политики Кишинева в отношении Гагаузии – это то, что у Кишинева нет видения, как выстраивать государственную политику в Гагаузии и в отношении этой автономии. Сегодня мы имеем практически полностью закрытый пророссийский анклав на территории Молдовы, где из политического и информационного пространства полностью вытеснен Кишинев. И говоря Кишинев, я говорю о политическом руководстве страны и центральных органов власти. Сегодня ситуация в Гагаузии дошла до того, что первый зам Башкана заявляет, что Гагаузия не признает законно избранного президента Республики Молдова. И когда бы президент не приехала в Гагаузию, ее будут встречать пикетами и кричать «вон из Гагаузии». Давайте посмотрим. Внутри страны выбрал другого человека, а решил за нас диаспора. Это же незаконно. В первом сроке мы за нее не голосовали. Но за нее голосовал молдавский народ. Но мы признавали ее президентом страны. Но сегодня народ ее не выбирал, а она стала президентом. Вы понимаете? Поэтому, когда она сюда будет приезжать, мы ее будем встречать пикетами. И мы будем кричать, что она не президент Молдовы, она президент диаспоры, вон из Гагаузии. Ну и действительно, в этом году, чтобы попасть на церемонию открытия запуска строительства высоковольтной линии электропередачи из Сакча-Вулканешты-Кишинев в Кангазе, президенту Республики Молдова Майе Санду пришлось ехать окольными путями, чтобы не встречаться с группой проплаченных бабушек быстрого реагирования Шора во главе с тем же Ильей Узной и Михаилом Влахом, советником Башкана по СМИ. Да, с одной стороны, мы можем сколько угодно говорить, что эти протесты не аутентичные, они проплаченные Шором, а лидеры этих так называемых протестов куплены Шором, что чистая правда. Но это четко показывает, что политическое руководство страны не в полной мере контролирует ситуацию в Гагаузии, что ставит определенные вопросы или вызывает определенные вопросы относительно целостности страны. С одной стороны, есть Приднестровье, которое является сепаратистским регионом и не контролируется официальными властями в Кишиневе. Но с другой стороны, есть Гагаузия, которая и де юре, и де факто часть Республики Молдова, и была реинтегрирована еще в 1994 году. Но возникает вопрос, насколько Гагаузия была реинтегрирована, если президент страны не может спокойно и беспрепятственно передвигаться по гагаузской автономии.
Мы много раз говорили о том, почему в Гагаузии сложилось такое отношение к партии ПАС и Майя Санду. Но в этом выпуске я хотел бы поговорить о более общей картине и проанализировать, что стало причиной того, что 30 лет спустя мы задаемся вопросом, интегрирована ли Гагаузия в полной мере в Республику Молдова. Напомню, в этом году у нас юбилей. 23 декабря 2024 года будет отмечаться 30-летие со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии. Анализируя, что пошло не так в случае с Гагаузией и гагаузской автономией, я сосредоточусь на действиях Кишинева и руководства Республики Молдова. Кто-то может возразить и задать вопрос: Михаил, а почему ты анализируешь только действия Кишинева? Тут же есть две стороны, Кишинев и Камрад. Надо принимать в расчет и действия Камрата. Последние политические события показали, что у Гагаузии нет потенциала управлять этим особым правовым статусом. Я не утверждаю, что у Гагаузии этого потенциала не было никогда. Проблески этого потенциала были на рубеже нулевых и десятых годов, когда в Гагаузии была высокая политическая конкуренция и качество политических и управленческих кадров на местном уровне было намного выше, чем сейчас. Однако по мере того, как в Гагаузии стала активно развиваться электоральная и политическая коррупция с приходом Плохотнюка и усилением влияния России на автономию, качество гагаузских политиков и местных управленцев стало стремительно падать. И политическое пространство Гагаузии стало закрываться для новых и свежих идей и новых и свежих местных политиков. Иными словами, Гагаузия попала в жесткие и крепкие тиски Кремля и самостоятельно из них выбраться не сможет. Анализируя события последних 30 лет, я пришел к выводу, что предоставляя гагаузам территориальную автономию, Кишинев в 1994 году не особо рассчитывал, что Гагаузия будет сама собой управлять. Учитывая, что в 1994 году в молдавской политике тон задавали выходцы из советской партийной школы, понятие широкой автономии и самоопределения или самоуправления там не очень приветствовалось. Поэтому расчет, очевидно, был на то, что Кишинев будет контролировать Гагаузию, продвигая во власть в гагаузской автономии своих людей, пусть выходцев из гагаузской автономии, но лояльных Кишиневу. До определенного момента эта схема работала. И на выборах 95-го, 99-го и 2002 года башканами становились те, кого продвигали партии, находящиеся у власти в Республике Молдова на тот момент. В 1995 году башканом стал Георгий Табунчик при поддержке аграрной партии, которая тогда управляла страной. Георгий Табунчик, к слову сказать, к тому моменту уже много лет жил в Кишиневе. В случае с Табунчиком, да и с последующими башканами тоже, но случай Табунчика особо примечателен тем, что гагаузское сообщество в 1995 году, после, казалось бы, тяжелой борьбы за гагаузскую государственность, как лидеры этой борьбы называли, которые кичились тогда и кичатся сегодня, выбрала не лидеров гагаузского движения за самоопределение, которые баллотировались от существующих на тот момент местных политических партий, как, например, президент самопровозглашенной Гагаузской республики Степан Топал, а предпочло старого партийного номенклатурщика и ставленника Кишинева Табунщика. Насколько нам известно, Табунчик не был сторонником провозглашения Гагаузской республики и так называемого движения гагаузов за самоопределение. Это также говорит о том, что сами гагаузы не очень оценили идею самоуправления, а предпочли, чтобы по советской традиции руководство назначалось из центра. В 1999 году башканом Гагаузии стал Дмитрий Краитор при поддержке демпартии Думитру Дьякова, которая входила в правящую на тот момент коалицию. И Дмитрий Краитор к тому моменту тоже долгое время проживал в Кишиневе и строил карьеру в правительстве страны. В 2002 году башканом Гагаузии опять стал Георгий Табунчик, но уже при поддержке партии коммунистов и Владимира Воронина. Эта схема продвижения, а фактически назначения Кишиневым башканом Гагаузии работала бы, может быть, и до сих пор. Но в Кишиневе не учли тогда, что в игру на определенном этапе может вступить более влиятельный игрок с большим влиянием на гагаузское сообщество и большими ресурсами. И этот более влиятельный игрок появился в 2006 году, когда башканом Гагаузии стал Михаил Формузал, первый башкан, которого продвигала Москва, а не Кишинев. У Кишинева после этого еще оставались возможности влиять на выборы в Народное собрание, но начиная с 2015 года Москва полностью вытеснила Кишинев из политического пространства в Гагаузии.
И сегодня уже практически невозможно представить себе ситуацию, когда в Гагаузии на должность примара или даже на должность местного советника при мэрии может быть избран человек, продвигаемый Кишиневым или правящей партией. ПСРМ не счет. За кандидатов социалистов голосуют не потому, что они социалисты, а потому что агенты Кремля в молдавской политике. Уже давно не секрет, что социалисты находятся на содержании у Кремля и являются агентами Кремля в Молдове вместе с Шором. По сути, электоральный ресурс Шора и социалистов в Гагаузии и в Республике Молдова в целом принадлежит не Шору и социалистам, а Кремлю. Уберите у Шора и социалистов поддержку Кремля, и от этих политических проектов останутся рожки до ножки. Отсутствие политической конкуренции и доминирование Москвы в гагаузской политике привело к неимоверной деградации политического класса гагаузской автономии. В результате этой деградации в кресло Башкана усадили Евгению Гуцул, а ее замами стали такие персонажи, как Виктор Петров и Илья Узун, которые самостоятельно, без огромных ресурсов Кремля, вряд ли наберут 50 голосов. Первым признаком того, что Гагаузия не до конца интегрирована в Республику Молдова и в политическом, и в правовом плане, и что, по сути, мало что изменилось по сравнению с ситуацией 90-го года, когда была самопровозглашена Гагаузская республика, были так называемые гагаузские референдумы 2014 года. В 90-м году Кишинев хотел суверенитета и независимости от Москвы, а Камрад хотел оставаться в составе Советского Союза, и на этом фоне была провозглашена так называемая Гагаузская республика. В 2014 году Кишинев начал активный процесс интеграции в Европейский Союз и готовился к подписанию договора об ассоциации. А в Камраде сказали, что Гагаузия не хочет в Европейский Союз и не хочет европейской интеграции, а хочет интеграции в таможенный союз, то есть оставаться ближе к Москве. В 2022 году Кишинев солидаризировался с Киевом после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, а Камрад солидаризировался с Москвой. Вся эта хронология показывает, что влияние Москвы на Гагаузию никогда не прекращалось. Оно немного ослабло во второй половине 90-х из-за экономических и политических проблем внутри России, но начало усиливаться по мере консолидации авторитарного путинского режима в России. Мог ли Кишинев ограничить влияние Москвы на Гагаузию и избежать ситуации, в которой оказалась Гагаузия сегодня? Наверное, мог, если бы у Кишинева в течение всех более чем 30 лет существования молдавского государства было бы какое-то видение и более-менее внятная политика в отношении Гагаузии. Ну, например, центральные власти Республики Молдова за все более чем 30 лет своего существования не смогли разработать и внедрить в Гагаузию языковую политику, направленную на языковую интеграцию гагаузского сообщества в молдавское общество. Например, из 46 школ в Гагаузии всего 2 с преподаванием на румынском языке. Всего 2 школы на 150 тысяч населения. Одна в Камрате, а другая в Вулканештах. И то, если посмотреть на историю создания этих 2 школ, то видно, что они создавались не для того, чтобы повышать уровень знания румынского языка среди гагаузов, а для того, чтобы детям из румыноязычных семей, из этих городов и близлежащих молдавских сел было где учиться. За 33 года существования Республики Молдова можно было бы все школы в Гагаузии перевести на румынский язык обучения, если бы была поставлена такая задача. Во всей Гагаузии нет ни одного детского садика с преподаванием на румынском языке. Преподавание румынского языка как отдельного предмета в русскоязычных школах не способствует повышению знания румынского языка в Гагаузии. И курсы по румынскому языку, которые Министерство образования инициировало в прошлом году, все равно, что мертвому припарка. Кардинально они ситуацию не меняют. Как незнание румынского языка среди гагаузов сказывается на ситуации в самой Гагаузии и на безопасности Республики Молдова, в данном геополитическом контексте? Это очень просто. Оставаясь русскоязычными и владея в большинстве своем только русским языком, гагаузы ориентируются на Россию в информационном, культурном, образовательном и политическом плане. Даже на ситуацию в Республике Молдова гагаузы смотрят с перспективы, которую им рисует Москва через российские пропагандистские СМИ, через российских агентов влияния, российских политиков и российских селебрити, блогеров, певцов, актеров.
Из-за того, что гагаузы не владеют румынским языком, властям Республики Молдова сложно коммуницировать с жителями Гагаузии. Элементарно, когда президент страны или премьер-министр или любой министр выходят с пресс-конференции или выпускают пресс-релиз на румынском языке, гагаузы не могут понять, что сказал президент или министр, или премьер, потому что эта информация на румынском и она недоступна гагаузам. Это звучит как абсурд, но это так. Власти Республики Молдова, коммуницируя со своими согражданами на государственном румынском языке, не в состоянии коммуницировать эффективно с целым регионом по той причине, что целый регион не знает и не говорит на государственном румынском языке. А в Республике Молдова Гагаузия не единственный такой регион. Кроме Гагаузии, где не говорят на румынском государственном языке, есть Тараклийский район, большая часть Бессарабского района и ряд районов на севере Молдовы. Это полнейший провал языковой политики государства Республика Молдова за все 33 года ее существования. И, наверное, даже слово «провал» здесь неуместно. Провалом это можно было бы назвать, если бы языковая политика была или существовала, а ее просто не было и, с моей точки зрения, не существует. Сложно представить, чтобы какие-нибудь национальные меньшинства, например, в России не понимали, что говорит Путин. Я не видел, чтобы обращение Путина специально переводили для бурятов или татар. Или, например, чтобы обращение Юханиса, президента Румынии, специально переводили для венгров Румынии. Все в Румынии говорят на румынском языке. Теперь, что касается информационной и медийной политики Республики Молдова в Гагаузии. Со времен Советского Союза практически ничего не изменилось. Мнение гагаузов о происходящем в мире и даже в Республике Молдова формируется российской пропагандой. Очень долгое время кишиневские власти в этом не видели абсолютно никакой проблемы. С недавних пор власти в Кишиневе эту проблему все-таки увидели и признали, но, к сожалению, не предпринимают эффективных действий, чтобы это прекратить. Государство почему-то ничего не может сделать с местными кабельными сетями в Гагаузии, которые нелегально ретранслируют российские средства массовой информации, которые запрещены в Республике Молдова. Например, если хотите посмотреть на Соловьева, Киселева и Скобеева, то вы можете просто приехать в Гагаузию, заселиться в любой отель или пойти в кафе в центре города, где нон-стоп вещают отборную махровую российскую пропаганду напрямую из России. Вещают эту пропаганду местные кабельные сети, и делают они это нелегально. Фактически они осуществляют незаконную экономическую деятельность. Вместо того, чтобы прокуратура начала уголовное преследование руководителей и владельцев компаний, управляющих этими кабельными сетями, Совет по телевидению и радио им просто выписывает штрафы. Даже если это самый большой штраф, предусмотренный законодательством, вряд ли это напугает владельцев этих кабельных сетей, которые явно работают в интересах Кремля. А для Кремля, который тратит на покупку голосов в Молдове сотни миллионов долларов, не проблема найти 150 тысяч леев, чтобы покрыть этот штраф. Не говоря об общественной телерадиокомпании ГРТ, которая полностью захвачена группировкой Шора и содержится на деньги молдавских налогоплательщиков. В эфир ГРТ переселились все шоровские пропагандисты с каналов, которые закрыл Совет по телевидению и радио и Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Могло ли молдавское государство изменить положение дел в Гагаузии в информационно-медийном плане? Думаю, да. Во-первых, государство должно было быть более решительным в предотвращении незаконной деятельности по распространению российской пропаганды. Те же кабельные сети, которые надо было закрыть в 2014 году, вещают по сегодняшний день незаконно. Деятельность ГРТ давно должна была быть приостановлена. Этот вещатель стал проводником российской пропаганды и не выполняет своей основной функции продвижения гагаузского языка и культуры, а занимается разжиганием межнациональной ненависти и розни в Республике Молдова. Такую деятельность нужно прекращать, а не выписывать штрафы в 5000 леев, что сделал недавно Совет по телевидению и радио в отношении ГРТ. Многие могут сказать, запрещать легко, а что людям смотреть, если нет альтернативы. За 30 лет эту альтернативу можно было бы создать. Если бы у государства была четкая, понятная и эффективная языковая политика, гагаузы знали бы румынский язык. В этом случае гагаузы могли бы информироваться, в том числе из румыноязычных средств массовой информации. А в этом случае российской пропаганде было бы сложнее отравлять сознание гагаузов.
И даже в отсутствии эффективной языковой политики можно было бы бороться с российской пропагандой и предоставлять качественную альтернативу, продвигающую интересы Республики Молдова и информирующую жителей Гагаузии о происходящем в нашей стране сквозь призму национальных интересов Республики Молдова. Например, национальный телерадиовещатель Телерадио Молдова мог бы открыть отдельную радиостанцию и телевизионный канал для вещания на Гагаузию. Ну или, например, тот же национальный вещатель мог бы открыть еще один телевизионный канал для вещания на гагаузском языке. И еще один очень важный вопрос – это организация и проведение выборов Башкана и выборов в Народное собрание. Не знаю почему, но кто-то в Кишиневе 30 лет назад решил, что выборы Башкана и выборы в Народное собрание Гагаузии должны проходить не по кодексу о выборах Республики Молдова, а по местным законам, принятым Народным собранием Гагаузии. Проводить эти выборы должна Центральная избирательная комиссия Гагаузии, а Кишинев не должен в эти выборы никак вмешиваться. Согласно той ситуации, которая действует сейчас. И у меня возникает вопрос, почему так решили? Республика Молдова как субъект международного права и страна-участница различных международных соглашений, таких организаций, как ОБСЕ и Совет Европы. Республика Молдова в рамках этих соглашений и этих организаций обязуется обеспечивать проведение свободных и честных выборов на территории всей страны. Но как Республика Молдова может обеспечить проведение свободных и честных выборов Башкана и Народного собрания, если центральные власти Республики Молдова никак не участвуют в разработке законов, регулирующих проведение этих выборов, и никак не участвуют в их организации и проведении? С моей точки зрения, и с каждыми выборами Башкана и в Народное собрание я укрепляюсь в этом убеждении, выборы в Народное собрание и Башкана должны проходить на основании Кодекса о выборах Республики Молдова, и проводить их должна Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, а не местный ЦИК, в который местные агенты Кремля назначают подконтрольных им представителей, которые только и занимаются тем, что закрывают глаза на фальсификации, подкуп голосов и манипуляции с выборами. Кто-то может сказать, что это ограничение полномочий автономии, но я с этим не согласен. Это никак не скажется на полномочиях Гагаузии и гагаузской автономии. Это никак не скажется на способностях Гагаузии сохранять и развивать гагаузский язык и культуру. Это никак не скажется на компетенции Гагаузии в области экономики, финансов и социальной сфере. Регулирование выборов Башкана и в Народное собрание Центральной избирательной комиссии Республики Молдова обеспечит свободные и честные выборы и не допустит, чтобы подкуп голосов влиял на исход выборов. Начиная с 2015 года мы наблюдаем, как масштаб фальсификаций и манипуляций на выборах Башкана и ВНСГ растет, и Кишинев почему-то никак не вмешивается в эти процессы. И я не понимаю, почему. Кишинев, вместо того, чтобы перейти к решительным действиям и забрать эту компетенцию себе, чтобы обеспечить свободные и честные выборы в Гагаузии, пытался наладить сотрудничество с Центральной избирательной комиссией Гагаузии в надежде, что это повысит способность ЦИК Гагаузии проводить свободные и честные выборы. Все это привело к тому, что Народное собрание, подконтрольное Кремлю, просто ликвидировало ЦИК Гагаузии, чтобы Центральная избирательная комиссия Республики Молдова больше не с кем было сотрудничать, чтобы ЦИК Молдова никак не мог предотвратить подкуп голосов на выборах Башкана и выборах в Народное собрание. Еще один момент, связанный с избирательной системой, состоит в том, что существующая система избрания депутатов в Народное собрание очень порочна и чрезмерно способствует коррумпированию избирателей и коррумпированию местной политики. Выборы в Народное собрание проходят по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Самый большой округ на выборах в Народное собрание насчитывает 5000 избирателей, самый маленький – несколько сотен. Благодаря этой системе в Народное собрание проходят местные бароны с толстыми кошельками через различные формы коррумпирования избирателей. Пример: Дмитрий Константинов, председатель Народного собрания, который стал депутатом от маленького села Ферапонтьевка, которое не является его родным избирательным округом, где набрал чуть больше 280 голосов. Или Илья Узун, нынешний зам Башкана Гагаузии, который несколько раз становился депутатом Народного собрания от маленького избирательного округа Русское Киселе, набирая там чуть более 100 голосов. Я думаю, не нужно
объяснять, что оба этих персонажа стали депутатами Народного собрания благодаря электоральной коррупции, а не благодаря тому, что они эти округа развивали или в этих округах их уважают. Эта избирательная система закрывает не только доступ молодым и качественным политикам в местную гагаузскую политику, но и мешает развитию местных политических партий. Мог ли Кишинев изменить эту порочную практику в Гагаузе? Конечно, мог. Для этого достаточно внести изменения в закон об особом правовом статусе, а для этого нужен 61 голос в парламенте. У ПАС, как мы знаем, есть 63 мандата, которых достаточно для внесения изменений в закон об особом правовом статусе. И не только в вопросе изменений в избирательную систему Гагаузии, но и в других моментах, которые давно устарели или создают серьезные проблемы в области безопасности Республики Молдова и создают условия Кремлю для использования Гагаузии против Республики Молдова и против интересов гагаузского сообщества. Кто-то может сказать: Михаил, Кишинев не может внести эти изменения, не спросив Камрад. Эти изменения нужно вносить в результате диалога. Но проблема в том, что в Гагаузии не с кем вести диалог. Люди, которые захватили власть в Гагаузии, в Народном собрании и в исполнительном комитете, не хотят перемен по двум причинам. Первое: они являются бенефициарами тех порочных практик, которые мы обозначили чуть выше, таких как избирательная система, подкуп избирателей и так далее. Вторая причина заключается в том, что они все зависят от денег и поддержки Москвы. Диалог с Кишиневым для них это способ легитимизировать себя в глазах местного сообщества и международных структур, а не способ интегрировать Гагаузию в Молдову. Проблема в том, что у Кишинева в Гагаузии нет партнера для диалога. Люди, которые захватили власть в Гагаузии, с одной стороны, не способны вести диалог, а с другой стороны, не могут быть партнерами для диалога, потому что по уши замазаны коррупцией Шора и Кремля. И садиться с этими людьми за стол переговоров и вести диалог — это все равно, что легитимизировать действия ОПГ Шора в Гагаузии и средства гибридной войны, которую Кремль ведет в отношении Республики Молдова. Сесть за стол переговоров со ставленниками Шора — это все равно, что принять условия мафии и Кремля. Еще один момент, который вызывает недоумение, и мы слышим это и в Камрате, и в Кишиневе от любителей диалога, это претензии к президенту страны и членам правительства, что они не уделяют внимания Гагаузии, не посещая ее. Этот нарратив особенно часто мы слышали от местных политиков, и это вызывает у меня определенный когнитивный диссонанс. С одной стороны, гагаузские политики кричат, что Кишинев не должен вмешиваться во внутренние дела Гагаузии, поскольку Гагаузия самостоятельная, самодостаточная, а с другой стороны, они кричат как маленькие дети и требуют к себе внимания. Если Гагаузия такая самодостаточная, зачем ей дополнительное внимание Кишиневу? Если она самостоятельная и самодостаточная, она должна быть в состоянии самостоятельно справляться со своими проблемами. Визиты по нескольку раз в месяц, которые совершал Игорь Додон в бытность президента, ничего общего с диалогом не имели. Это был инструмент по искусственному накачиванию рейтинга Ирины Влах на ровном месте. От этого зарабатывала только политическая фигура Ирины Влах, но не Гагаузия. Эти визиты нужны потому, что руководству Гагаузии нечего показать местному сообществу. И вместо конкретных результатов они хотят предъявлять людям фоточки с первыми лицами страны. Все, что мы описали выше, это проблемы, которые возникли не вчера и не 4 года назад. Это все результат последних 30 лет политики Кишинева в отношении Камрата. И главный вопрос, который я задаю в этом выпуске: а что насчет ПАС? Делали ПАС что-то иначе, чем предыдущее правительство? Некоторые подходы ПАС действительно отличались от подходов предыдущих правительств. Например, никто из ПАС не встречается с шоровскими ставленниками в руководстве Гагаузии и не накачивает искусственно рейтингом местных политиков, как это делал Додон для Влах. Но если на поверхности видны какие-то отличные подходы, то фундаментально ничего не изменилось. Все без малого 4 года ПАС пытался договориться с какими-то местными элитами здесь, несмотря на то, что эти местные элиты были просто недоговороспособны и держали ПАС за идиотов. Когда ПАС понял, что попытки договориться не приводят ни к чему хорошему, ПАС просто оставил эту проблему в надежде, что она рассосется сама по себе. Я не призываю ПАС решать вопрос с Гагаузией дубинками.
и давлением, как это делали Воронин и Плохотнюк. Хотя, с другой стороны, в отношении Гагаузии нужны более решительные действия в области правосудия. И правосудие в данном случае должно работать не как инструмент устрашения, а как инструмент справедливости. Потому что в Гагаузии и в гагаузской политике есть очень много людей, которые заслуживают наказания по закону. К диалогу, как вы понимаете, я тоже не призываю. Во-первых, потому что не с кем вести диалог. Во-вторых, потому что попытки вести диалог на равных с нынешними жуликами во власти Гагаузии выставляют ПАС в очень дурном свете. У Кишинева по отношению к Амрату должен быть разработан институциональный подход. И для того, чтобы институциональный подход работал, нужно менять институциональную рамку. Главной институциональной рамкой отношений Кишинева и Камрата является закон об особом правовом статусе. И рано или поздно эту институциональную рамку нужно будет менять и приводить ее в соответствии с национальными интересами Республики Молдова, прежде всего в области безопасности. Это нужно делать как можно скорее, потому что происходящее в Гагаузии становится проблемой не только Гагаузии и Молдовы, но и проблемой региональной безопасности. Друзья, мы будем продолжать цикл выпусков, посвященных взаимоотношениям Камрата и Кишинева. Тут есть много что анализировать и разбирать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Nocta Life.